Пресс-служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Череда аварий произошла в Северной Осетии в новогодние праздники. Только за первые 2 дня 2015 года на дорогах республики пострадали 22 человека. 5 из них – дети. Турнир по нардам во Владикавказе. Состязания здесь проходят впервые. Побороться за звание лучшего нардиста приехали игроки со всех республик Северного Кавказа. Турнир по мини-футболу прошел во Владикавказе. В состязании приняли участие команды со всей республики. Сильнейшие претендуют на место в чемпионате России. Эти и другие темы далее подробно. Новогодние праздники для сотрудников ГИБДД – это трудовые будни. В праздничные дни на дорогах республики зарегистрировано 15 ДТП. В них пострадали 19 человек, 6 из которых несовершеннолетние. Сотрудники ГИБДД призывают родителей не оставлять без внимания своих детей. Накануне Нового года, 31 декабря, около 9 часов вечера в Беслане произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Мать не смогла отказать ребенку и дала ему ключи от собственного автомобиля. Несмотря на то, что несовершеннолетнему всего лишь 17 лет, и он не имеет водительского удостоверения и опыта вождения транспортным средством, он посадил своих несовершеннолетних одноклассников, друзей и поехали кататься по городу Беслану, в результате чего они совершили дорожно-транспортное происшествие. При ДТП пострадали все 4 несовершеннолетние, находившиеся в транспортном средстве. 3 из них госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу. Еще один случай, когда в ДТП пострадали пешеходы, произошел 2 января на проспекте Коста. 25-летний житель Владикавказа, управляя автомашиной «Лада Гранта», сбил мужчину с ребенком. 39-летний житель Владикавказа не пострадал, а вот его 4-летний сын получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. Но на этом новогодние сюрпризы на дорогах не закончились. 2 января сотрудники дорожно-патрульной службы по Моздокскому району раскрыли грабеж, который произошел в отношении водителя такси. Поздно ночью незнакомый, подсев в таксисту, и поехал кататься по городу Моздоку. Когда пришло время расплачиваться за то, что такси его возил по городу Моздоку, водитель выхватил нож и, угрожая убийством, завладел автомобилем ВАЗ-21099. Водитель такси незамедлительно обратился в дежурную часть ОМВД по Моздокскому району. Соблюдать правила дорожного движения важно не только для водителей, но и для пешеходов. Сотрудники ГИБДД призывают всех быть внимательнее на дорогах, особенно в праздничные дни. Залина Губурова, Савелий Зангиев, Осетия ТВ. Рождественский подарок привез Осетии меценат Валерий Абаев. Специально для нового храма великомученика Иоанна Воина он заказал икону святого Спиридона. В образ вложена частица мощей святого. Чудотворная икона Спиридона Тремифунского является культовым объектом просьб о помощи бедных и богатых, больных и здоровых. Ее смогут увидеть и жители Южной Осетии. Затем икону снова вернут во Владикавказ. Святитель Спиридон, епископ Тремифунский, очень почитаемый не только во всем мире, но в частности в Русской Православной Церкви. И вот как раз передает частица мощей, представляете, в этот момент звонок, и мы я говорю, Валерий, с Божьей помощью, наверное, святитель Спиридон. Вот дивный образ, видите, написан, сегодня передан в храм. Храм великомученика Иоанна Воина возведут на аллее воинской славы, где покоятся герои, погибшие за Отечество. Сюда сможет прийти любой, независимо от вероисповедания и национальности. Сейчас храм далек от своего будущего образа, но его строительство планируют закончить к 9 мая. На этом месте строится этот храм, потому что, наверное, те воины, которые положили жизнь за эту страну, за эту землю, заслужили того, чтобы здесь вырос этот храм, чтобы люди приходили и молились за них. Строительство храма планировалось уже давно по инициативе схиархимандрита Илия. Его отец, воин Афанасий, был защитником Владикавказа и похоронен здесь же, на аллее славы. 3 колокола привезли из Донбасса еще до начала конфликта на юго-востоке Украины. Проект, задуманный как маленькая часовня, благодаря помощи многих верующих нашего города, станет одним из самых крупных храмов Владикавказа. Наталья Алексеева, Заур Цеов, Осетия ТВ. Игра в нарды знакома практически каждому мужчине на Кавказе. Она зародилась на Востоке более 5000 лет назад, но свою актуальность не потеряла и сегодня. Турнир по длинным нардам прошел впервые во Владикавказе. Юний Успанов, создатель интернационального клуба «Кунаки Кавказа», уже давно организовывает встречи участников, с которыми дружит в социальных сетях. Так возникла идея проведения турнира по нардам. Осетяне общались между собой в течение года, потом решили встретиться, пообщаться. Не просто посидеть, чай попить, а поиграть в какие-нибудь интеллектуальные игры. А мы знаем, что много очень игр интеллектуальных
Это и шашки, да, ну и шахматы, и маджонг, не буду перечислять, но выбор пал именно на нарды. И почему именно на нарды? Потому что нарды – это национальная игра всех народов Кавказа. Почему выбор пал именно на город Владикавказ? Не случайно. Здесь стоит памятник, единственный памятник в России, скульптура двух игроков, которые играют за доской в нарды. Интересная игра не только мужчинам, но и женщинам. Мисс турнира Ирина Бадоева попробовала свои силы и приятно удивила хорошей игрой. Любовь к нардам появилась 12 лет назад. Научил друг. Не думала, что у меня появится азарт, любовь такая к нардам. В последнее время с отцом вечерами сидим, играем, оттачиваем мастерство. И вот решила попробовать себя здесь, на турнире. Первая победа мне принесла радость. Ну, приятно, что получилось у мужчины выиграть. Официальным видом спорта нарды стали в нашей стране лишь в 2003 году. Особенно примечателен тот факт, что в турнире «Кунаки Кавказа» участвуют команды из Дагестана, Чечни, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ставрополя и Москвы. Интернет сегодня дает возможность показывать, что встречаются 100 человек, а это видят тысячи, сотни тысяч и миллионы. Поэтому мы сегодня пропагандируем дружбу народа. Мы показываем, что очень много людей здравомыслящих, очень много людей, которые хотят культивировать дружбу народов, которые помнят обычаи наших дедов и прадедов, которые жили по законам куначества, по обычаям куначества. И этот обычай мы на Северном Кавказе сейчас возрождаем. Победителем турнира стал Рубен Казаров, а пока кунаки собираются в горы Чеченской Республики. Уже в конце этого месяца они вновь будут соревноваться, только теперь уже в игре по шахматам. Фатима Макиева, Марина Аркаева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. На улице минусовая температура, а это значит, что самое время зимних видов спорта. Но этот стереотип никак не влияет на североостинских любителей футбола. Однако погода все же дает о себе знать, поэтому фанатам приходится тесниться в тепличных условиях спортивного зала Горского аграрного университета. Здесь стартовал чемпионат республики по мини-футболу. Уже стало традиционно, что год начинается уже 5-м чемпионатом республики по мини-футболу. Этот чемпионат имеет статус первенства чемпионат Российской Федерации «Первая лига», зона Осетия. И уже это 5-й чемпионат, и вот мастерство ребят растет. Естественно, это не просто, говорится, пауза между большим футболом. Разбег, удар и мяч стрелой летит прямо в ворота противника. В этой игре было все. От стремительной атаки до просто красивых комбинаций. Вот только вместо профессиональных спортсменов на поле вышли любители. Многие из них болеют футболом уже не первый год, а некоторые начинают только приобщаться. Но для каждого этот турнир – долгожданное событие. Спортсмены в полной боевой готовности, ведь на кону участие в чемпионате России. Первая же игра показалась, какие упорные матчи бывают, какой накал борьбы. И игра получилась. И сейчас другие игры тоже не меньше накал будет. Я думаю, что мы посмотрим хорошие игры и получим от этих игр удовольствие. Младший брат короля спорта имеет свои особенности. Сравнительно небольшое поле, 5 игроков и вратарь. Быстрые передачи мяча, замена без ограничений. Каждый, кто занимается мини-футболом, должен обладать быстрым мышлением, чувствовать габариты поля и следующий шаг товарищей по команде. Игры чемпионата проходят по круговой системе. Пока же о своих претензиях на медали заявляют команды «Старожилы» Горского аграрного университета и СК ГМИ. Судьи отмечают, что за ними не отстанут и другие – «Спартак», «Стимул», сборная Михайловского «Ирбис» и другие. Всего же в соревнованиях примут участие 8 команд. Соперники всегда были сложные. Вот, в частности, мы сыграли с командой ребята глухонемых, они сделали совместно с ребятами. Многие играли на чемпионате мира, ребята с большим опытом. Да и все, так я образно посмотрел, здесь все друг друга знают. То есть уровень команд очень высокий, поэтому будет тяжело, и пусть победит сильнейший. Для всех болельщиков наступают жаркие времена. Предстоящие 7 матчей обещают быть захватывающими, а значит, важен каждый забитый мяч. Земфира Лулаева, Заур Цеов, Осетия ТВ.